В поселке Хандыга Тампонского района в собственных квартирах встретят Новый год 14 бывших воспитанников детских домов. В райцентре в эти дни введут в строй двухэтажный жилой дом в деревянном варианте. Слово Марии Винокуровой. В новом доме легкой конструкции стоимостью свыше 15 миллионов рублей 14 однокомнатных квартир-студий площадью от 29 до 38 квадратных метров. В каждой совмещенный санузел и прихожая. Дом у нас с сентября месяца уже строится, с лета, получается, мы уже провели аукционную документацию, и дом у нас уже практически шел, уже все готово под ключ. И я думаю, что дети будут очень рады заселиться в новый дом и начнут, как говорится, там новую жизнь с нового чистого листа. Строительство дома осуществлялось по передовым технологиям. Так в фундаменте здания заложена специальная охлаждающая система, которая будет предохранять его от оттаивания зимой. Бригада из 35 человек работает с 8 до 12 ночи, чтобы успеть сдать дом к сроку. Готовность объекта составляет 95%. Со дня на день будет подключено электричество. Строитель обещает, что в доме будет тепло, так как в работе используют современные материалы немецкого производства. Уже сейчас при наружной температуре 40 градусов в квартирах 22 градуса на полу. Плюс тут в Тамбовском Лусе, в Хандыге, да, у вас инфраструктура очень развита, да, у вас канализация центральная есть, отопление центральное очень хорошо работает. И мы сделали так, в зимнее время будут душевую будет принимать через отопление, а летнее время мы тоже дарим им водонагреватели, такие наши российские, в каждой квартире, и они будут уже определенную температуру будут получать 27 градусов по Цельсию, теплая вода у них постоянно будет. Раньше для детей-сирот в Тампонском Улусе жилье предоставлялось на вторичном рынке, и в этом году впервые начато строительство нового дома. Ключи от новых квартир получат сироты из сел Крест-Хальжай, Мегиналдан, Кискил, Охотского перевоза и поселка Хандыга. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Джилстан Толстюков, НВК Саха, Хандыга.